Таджикистан свое не отдаст. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что решили по поводу дороги Ош-Исфана. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. По его словам, у Кыргызстана нет никаких правовых оснований считать участок спорным. Глава Сагдийской области Таджикистана ответил на заявление губернатора Баткенской области Кыргызстана о спорности 275-метрового участка дороги, который, по его утверждению, арендует у Таджикистана соседняя страна. Русло реки Исфара с двумя ее берегами длиной в 275 метров, где проходит автотрасса Ош-Исфана Кыргызстана, является исконно таджикской землей. У соседей нет никаких правовых оснований считать этот участок спорным, сообщил глава Сагдийской области Раджабой Ахмадзода. Он подчеркнул, что участок местности Махалля-Заравшон, или, как называет ее кыргызская сторона, Торт-Кочо, в соответствии с документами 1924-1929 годов и материалами паритетной комиссии от 1989 года является бесспорной территорией Республики Таджикистан. Этот участок дороги соединяет два берега реки Исфара, где расположены таджикские населенные пункты Ходжаи-Айло и Саманьон, а также кыргызские Айлы-Кокташ и Ортабос. Данный участок автомобильной дороги и мост по просьбе кыргызской стороны был сдан в аренду Кыргызстану за символическую плату на 49 лет на основе ранее подписанного соглашения между правительством Республики Таджикистан и правительством Кыргызской Республики, отметил Ахмадзода. Он подчеркнул, что статус этой территории не может быть предметом переговоров и в рамках межправительственной комиссии по демаркации и делимитации государственной границы. Мы понимаем, какое значение для Кыргызстана имеет транспортное сообщение с Лейлекским районом по этому участку и не намерены чинить соседям препятствий, если, конечно, и они не будут создавать барьеры для свободного передвижения граждан Таджикистана по этой дороге и перевозки ими грузов, необходимых как для бытовых нужд, так и для торговли, добавил глава Сагдийской области. А как вы относитесь к такой позиции? Поддерживаете ли вы ее? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ахмадзода говорит, что несмотря на важность этой дороги для соседней страны, таджикская сторона никогда не использовала этот участок как рычаг давления на соседнюю страну. Никогда таджикская сторона не использовала и не использует методы давления. Если были случаи перекрытия автодороги, то это происходило либо как ответная мера на противоправные действия другой стороны, либо в целях обеспечения безопасности граждан двух государств во время конфликтов, как временная мера, заключил глава Сагдийской области. Напомним, губернатор Абакенской области Кыргызстана Абдикарим Алимбаев 30 января 2022 года в интервью заявил, что этот участок является спорным. Участок Торт-Кочо Баткенского района на сегодня в правовом отношении не оформлен. Перекрытие дорог в Торт-Кочо незаконно, потому что местность никому сейчас не принадлежит. Ее используют как граждане Кыргызстана, так и граждане Таджикистана. Таджикская сторона хочет, чтобы местность Торт-Кочо считалась территорией Республики Таджикистан, но это незаконно. Межправительственная комиссия по делимитации и демаркации границы работает, и я надеюсь, что вопрос решится, сказал Алимбаев. Между тем, по сообщению жителей села Саманьон города Исфары, в понедельник жители соседнего кыргызского села Куктош на час закрыли дорогу, которая также является частью этого 275-метрового участка. По словам жителей, кыргызские соседи забросали камнями дома таджикистанцев. Эти случаи Таджикистан и Кыргызстан пока официально не прокомментировали. А как вы думаете, как должен решиться вопрос? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!